Новую мечеть открыли в селении Пседах. Она носит имя имама Аш-Шафии и рассчитана на 3000 прихожан. Мечеть строилась с 2015 года на пожертвования жителей республики. Содействие в строительстве оказали глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и президент группы Савмар Микаил Гуцериев. Здание в 2 этажа, не считая цокольного, украсило собой площадь около 2 гектаров в самом центре Пседаха. По проекту высота мечети достигает 36 метров, минареты которой виднеются со всех уголков Пседаха. Ингушетии передали двигатель самолета Як-7Б, которым в годы Великой Отечественной войны управлял ингушский летчик, младший лейтенант Героя России Мурат Аздоев. Торжественная церемония состоялась в городе Новосокольники Псковской области. Именно там и нашли очередные фрагменты самолета Як-7Б, разбившегося в 1944 году. Речь идет о хвостовой части и двигателе, на котором указан номер, официально подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик. Центральный архив Минобороны Российской Федерации эти данные подтвердил. Первые находки были переданы региону еще несколько лет назад. Они хранятся в Краеведческом музее. Самолет Мурада Аздоева с бортовым номером 24 был сбит огнем зенитной артиллерии противника. Истребитель ушел на дно озера, но летчик успел выпрыгнуть с парашютом. В церемонии передачи фрагментов самолета принял участие министр молодежной политики и туризма республики Адам Марсагов. От имени главы и жителей региона он поблагодарил сотрудников музея краеведения Псковской области и поисковиков за их важнейший вклад в дело сохранения страниц истории Ингушетии. В Магасе со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Мероприятие приурочат ко Дню народного единства. Работать выставка будет сразу на 6 площадках. Посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины пехоты Брэдли, Мардер, CV-90, бронетранспортеры и бронеавтомобили. Кроме того, гости смогут лично пообщаться с участниками спецоперации и задать им любые волнующие вопросы. Также будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и площадка для выступления творческих коллективов. Торжественное открытие мероприятия пройдет при участии главы Ингушетии. К сведению автомобилистов, для удобства посетителей выставки с 31 октября по 4 ноября будут перекрыты для движения транспорта улицы Горчханова и Кулиева, а также проспект Зязикова. Минобороны предложила проиндексировать в 2025 году размер отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. Речь идет об индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции в следующем году размеров страховых сумм военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, пожарным, сотрудникам Росгвардии, а также органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца октября доработать проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года, а также проект дорожной карты по реализации стратегии. После доработки проекты будут внесены в Минэкономразвития, а затем не позднее 29 ноября они по согласованию с профильными министерствами и ведомствами, а также Банком России и правительством Москвы должны быть представлены в правительство России. Развитие системы госстатистики будет идти в рамках одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обеспечить их координацию поручили Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и Росстату. На ближайшие 3 года будет предусмотрено финансирование в пределах более 7 миллиардов рублей. С начала года отделение СФР по республике оплатило более 18 тысяч электронных листков нетрудоспособности жителям региона. Отслеживать сведения об открытии листа нетрудоспособности, его продлении, закрытии и размере выплаты граждане могут в личном кабинете на портале госуслуг. Размер пособия при страховом стаже более 8 лет, больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет 80%. При стаже от 6 месяцев до 5 лет 60%. При стаже менее 6 месяцев пособие не превышает МРОТ. Листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Пособие назначается в течение 10 дней. Студент ИНГУ Амин Гизгиев успешно прошел конкурсный отбор и стал участником 3-й международной школы студенческих научных обществ. Она состоялась в Московском государственном университете имени Ломоносова. Международная школа организована с целью развития молодежного научного сотрудничества и экономической мобильности в рамках научно-образовательных консорциумов «Вернадский». Она направлена на привлечение молодежи к профессиональному занятию наукой и повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых.